В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале коротко об основных событиях этого дня. Введен единый документ, подтверждающий статус участника СВО. Как его получить и в чем плюсы справки? До конца года на левом берегу реки Лены будут установлены 50 свай. О ходе работ по установке свай Ленского моста. На автодороге Якутск-Намцы произошло ДТП с участием автомобилей «Газель» и «Тойота Премия». О состоянии пассажиров. В селе Актемцы Хангалахского района построят мемориальный комплекс в памяти о Михаиле Николаеве. Какие поручения озвучил глава Якутии? Завершается строительство пристроя школы номер 1 поселка Марха. Какие проблемы решит ввод нового объекта? Единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции, введен в России с 1 ноября. Теперь во всех регионах страны статус участника СВО можно подтвердить без документов. Также стало возможным заказать справку через единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде. Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов. Сейчас получить справку можно в любом МФЦ. Кроме того, оформить справку можно в филиалах фонда «Защитники Отечества». Единая форма упростит порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки. Общественное движение «Якутия с тобой» продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО из Якутии. Волонтеры со всей республики трудятся, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым. Подробнее о работе движения расскажет Тимур Калмогоров. С самого утра в цехе главного штаба кипит жизнь. Волонтеры-швеи приходят сюда практически каждый день изготавливать необходимые для бойцов якутян камуфляжные костюмы, состоящие из 52 наименований. В данный момент с наступления холодов швеи с усердием готовят теплую одежду. Если помогаешь людям, то опять не думаешь, что тяжело или не тяжело. Это главное, сидим и думаем, быстрее закончить, чтобы было тепло им, удобно было. Ксения Иванова – одна из тех швей, которая работает с основания движения с 2022 года. За это время она сшила порядка сотен костюмов и продолжает шить, пока это необходимо. Я сама медик, поэтому нас всегда помогать – это в первую очередь у нас. И когда пожар был, еще там мы с волонтерами работали. В школе 3-го возраста, больше 10 лет тоже я волонтер в студии здоровья и долголетия. Так что всю жизнь помогать. Надо быть милосердным, помогать. Кроме костюмов, волонтеры постоянно плетут маскировочные сети разных размеров. За 2 года работы было изготовлено около 500 сетей с общей площадью 2500 квадратных метров. Несколько раз в неделю движению помогают добровольцы-студенты. Поначалу тяжело, руки болит, шея болит, там еще что-нибудь заболит. Но это же все проходит, потому что мы знаем, что для чего мы это делаем. Придешь домой, отдохнешь. А детям можно и 6, и 7 часов поработать. Ничего страшного. Но кто не имеет возможности 6 часов работать, приходите хотя бы на 3 часа. На 3. Вот такую сеточку 1,5 на 3, например, я плету, за 5-6 часов. Всего с начала 2022 года было отправлено порядка 113 тонн гуманитарной помощи. Жители Якутии также вносят свой вклад, принося теплые вещи, материалы для пошива. А самые маленькие из них, дети, отправляют небольшие обереги и письма поддержки находящимся в зоне СВО. За это время у нас отправлено 1944 посылки, собранные с населения, потому что население тоже адресную помощь отправляет, посылки свои. Это мы тоже туда передаем. В целом оказана помощь 3729 мобилизованным. Думаем, что действительно наша помощь нужна, что до нами наши воины с победой возвратили живыми, невредимыми домой к своим семьям. На радость всем нам. Движение «Якутия с тобой» объединило более 2500 человек. Его волонтеры отдают всего себя работе, объединенные одной целью – помочь землякам для скорейшей победы. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
Алданские школьники и педагоги почтили память участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга на Угледарском направлении. Час памяти прошел в городской гимназии. Почетными гостями стали вдова и дочь одного из военнослужащих. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Не угасает память о героях, отдавших жизнь за мир, свободу и безопасность сограждан. Их подвиг жив. Под таким названием в гимназии прошел час памяти, посвященный алданцам Николаю Яценко и Михаилу Буйницкому, погибшим при исполнении воинского долга на Угледарском направлении в бою за освобождение села Павловка. Несмотря на то, что не учились дети в нашей школе, но тем не менее, конечно, Светлана Владимировна, наш педагог-библиотекарь, она поддерживала связь с семьей, и поэтому инициатива была за ней. Николай Яценко погиб 29 сентября 2022 года. Жизнь Михаила Буйницкого оборвалась на день позднее. Почетными гостями встречи стали вдова и дочь Николая Яценко. Рассказывая о супруге, Людмила едва сдерживает слезы. Он был очень добрый, очень хороший, отзывчивый. Всегда всем помогал. Так получилось, что по зову сердца, наверное, на мобилизация. Не отказался, свои 44 года ушел. Вот уже год Людмила и Юля проживают в Ростове-на-Дону. В Алдан мама с дочерью приехали накануне годовщины смерти мужа и папы. У меня ребенок здесь родился, вырос. Очень скучает, очень хочет в Алдан. По состоянию пока не получается. В актовом зале в память о погибших звучали музыкальные композиции в исполнении Государственного концертного оркестра Якутии, переплетаясь с пронзительными строками стихов местных авторов. О том, какими были Николай и Михаил, гостям встречи рассказал их коллега Александр Коваль. Были такими, знаете, спокойными, добрыми, такими простыми русскими мужиками. И когда была объявлена впервые мобилизация, они были одними из первых, которые уехали в зону специальной военной операции и, к сожалению, были одними из тех, кто первыми погибли. На час памяти к гимназистам присоединились ученики школы номер 2. Представители подрастающего поколения знают, что происходит за тысячи километров от дома. К разнообразным благотворительным акциям алданские школьники, их родители и педагоги присоединяются массово. Подобные мероприятия, они, конечно, направлены на то, чтобы наши дети ценили Родину, ценили то, что сейчас происходит, свободу, и любили свою Россию. Поддерживая тех, кто защищает честь страны в зоне спецоперации, дети и педагоги выражают им признательность и благодарность. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Врачи мобильного хирургического центра обследовали 1850 пациентов в 12 районах Якутии за 10 месяцев текущего года. Бригада врачей работала в Нерюнгринском, Алданском, Ленском, Верхоянском, Нюрбинском, Мирнинском, Горном, Сонтарском, Чурапчинском, Намском, Амгинском и Верхневилюйском районах. В ходе выездов проведено 585 эндоскопических ультразвуковых исследований, 28 высокотехнологичных рентген-исследований, 497 оперативных вмешательств, 20 проведенных операций относятся к категории спасенных жизней. 2 недели назад на берегу реки Лена в районе поселка Старая Табага торжественно забили первую сваю долгожданного Ленского моста. Сейчас на строительных площадках кипит работа, завезены песок и щебень для обустройства. Ведутся подготовительные работы. На строительной площадке побывал мой коллега Александр Хавренко. Мы сейчас присутствуем при установке 3-й сваи Ленского моста. Всего таких свай здесь будет 920. Для начала бурится скважина, потом в эту скважину опускается вот такой вот каркас для сваи, в нее заливается бетон, и свая готова. Как я сказал, это 3-я свая. Вы наверняка спросите, а где же первые 2? А они прямо подо мной. После того, как свая бетонируется, чтобы не было обрушения грунта, сваю закапывают. Ленский мост – высокотехнологичное сооружение, аналогов которому нет во всей стране. Каждый этап, каждое действие при строительстве требует тщательного изучения и анализа. После заливки первой сваи были проведены
штамповые полевые испытания и 30 октября получили протокол, который показывает о том, что несущая способность сваи и грунтового основания соответствуют всем проектным решениям. Это позволило нам продолжить работу по сваям. На сегодняшний день уже работы ведутся по третьей свае. Всего по 6-й опоре у нас будет установлено 32 сваи длиной по 10 метров и в диаметре 1,5 метра. Глубина залегания сваи будет на глубине 10 метров. Вся необходимая техника и персонал для выполнения работ текущего этапа строительства имеется. Бетонный завод, который построен специально для нужд моста, работает практически в круглосуточном режиме. Сегодняшний день производим отсыпку технологической площадки и подготовку для работ основного периода. Также выполняем на этом берегу реки отсыпку на технологической площадке номер 1. На технологической площадке номер 1 расположен бетонный завод и вахтовый городок. На правом берегу реки, который находится по правую руку от нас, ведется отсыпка технологической площадки номер 3.1. Выполнены работы по подготовке основания для бетонного завода на правом берегу. В активной фазе мост одновременно начнет строиться с двух берегов навстречу друг другу. А как только пройдет ледоход, начнутся работы по установке свай в русле реки. На пике строительства на мосту будет работать до 1500 человек. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Завершается строительство пристроя школы номер 1 поселка Марха. Возведение дополнительного здания с площадью около 6000 квадратных метров начато в апреле этого года. Здесь должны обучаться 326 учеников среднего и старшего звена. Расширение школы поселка Марха не только решит проблему двухсменного режима, но и позволит улучшить качество образования. В пристрое расположены кабинеты химии, физики с лабораториями, мастерские для уроков труда и медкабинет. Еще есть актовый зал с площадью 300 квадратных метров и спортивный зал. Наша общая стройготовность на сегодняшний день составляет 80% законченных работ. Мы сейчас работу проделаем именно по отделке. Работы именно с большим объемом все стоят законченные, готовые вступать в бой, так скажем, да. И сейчас идет работа сильно по отделке. У нас срок сдачи конец года, 4-й квартал 2024 года. Поступила информация о том, что на автодороге Якутск-Намцы в районе села Тулагина произошло ДТП с участием автомобилей «Газель», микроавтобус и «Тойота Премия». Есть пострадавшие. На месте происшествия привлечены сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Установлено, что в «Газели» находилось 10 человек, в том числе 8 детей. В автомобиле «Тойота» 2 человека. Дети следовали из Якутска в село Хамустах Намского района. В результате ДТП пострадал ребенок и пассажир «Тойота Премия». Остальные дети осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась. Прокуратурой республики организована проверка, информация о пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением ущерба на сумму более 18,5 миллионов рублей. Прокуратура Амгинского района признала законным возбуждение уголовного дела по мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. Установлено, что в период с июня по сентябрь этого года злоумышленники убедили руководителя одного из предприятий района заработать деньги путем инвестиций через мобильное приложение «Терминал». В результате мужчина перевел злоумышленникам около 3 миллионов рублей. Далее потерпевший убедил 11 своих знакомых заняться инвестиционной деятельностью. Таким образом похищено более 18,5 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Прокуратура республики настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поступающих предложений о получении высокого дохода за короткий промежуток времени, от установки сторонних приложений, от передачи данных, карт и счетов, кодов из СМС и пуш-уведомлений. Среди получателей мер социальной поддержки федерального, республиканского и районного уровня находится категория повышенного внимания – инвалиды. Меры поддержки носят как материальный характер в виде пенсии и пособий, так и нематериальный, например, выдача необходимых для лечения лекарств, предоставление путевок в оздоровительные учреждения, предоставление средств реабилитации и многое другое. Также Нюрнгринским управлением социальной защиты населения реализуется такая мера помощи, как социальный контракт. Ей могут воспользоваться граждане, имеющие инвалидность трудоспособного возраста, прошедшие трудовую реабилитацию, либо профессиональное обучение.
Сумма поддержки до 500 тысяч рублей. Направлена на развитие своего дела личного, либо развитие личного подсобного хозяйства. Для того, чтобы воспользоваться данной поддержкой, гражданин должен иметь доход ниже величины, 1,5-кратной величины прожиточного минимума 34 300 рублей и предоставить нам бизнес-план. В селе Актемцы Хангаласского района республики построят мемориальный комплекс в памяти о Михаиле Николаеве. Глава Якутии провел рабочую встречу с руководителем управления архитектуры и градостроительства Якутии и представителем АБГРД. В рамках встречи АСНу Николаеву представили несколько проектов мемориала. Глава республики дал ряд поручений, касающихся содержательной части, и отметил, что комплекс должен отражать ключевые моменты жизни Михаила Ефимовича. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить вкладу первого президента в развитие республики. В создании мемориала будут учтены предложения соратников и общественности. Тем временем в селе Чапаево Хангаласского улуса стартовал второй республиканский Николаевский форум, посвященный памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. В этом году форум сосредоточен на укреплении традиционных ценностей и развитии гражданской ответственности среди якутской молодежи. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Николаевский форум, как и в прошлом году, проходит на базе Николаев-центра. Его программа рассчитана на 4 дня. Вчера, в день прибытия участников, состоялись возложение цветов к могиле первого президента и установочная сессия на тему «Роль молодых лидеров Якутии в формировании траектории будущего. Патриотизм и просвещение» с участием зампреда Госсобрания Илтумена Афанасия Владимирова. Нынче в форуме принимают участие порядка 70 молодых людей. В этом году в действительности приехали те участники, которые обладают более глубокой экспертностью в самых разных сферах нашей жизни. Представительство районов у нас все так же на высоком уровне, 26 районов у нас было заявлено. И, наверное, что в этом году для нас особенно важно и ценно, это привлечение тех экспертов, которые являются большими специалистами в своих узких профилях по таким темам, как финансовая грамотность, культурная грамотность, медиаграмотность и правовая грамотность. Большая благодарность, конечно же, Государственному собранию Илтумен за ту инициативу по реализации этого проекта. Сегодня, 1 ноября, началась работа по указанным направлениям. Каждый участник выбирал интересующее его направление. Например, правовую грамотность выбрали 18 человек. Для 18 ребят нами подготовлен конкретный план мероприятий, и для них у нас есть приглашенные спикеры. Спикеры в лице уполномоченного по правам человека Гурьева Садам Михайловны и прокуратуры Хангаласского района. Для просвещения, так скажем, да, и для повышения качества и знания ребят. Каждый будет обладать конкретными знаниями по федеральному закону о рассмотрении обращений, который всех касается, да, в частности, а также в сфере трудового законодательства тоже мы просвещаем, а также в сфере защиты прав и интересов, свобод граждан. В основном так, но у нас есть еще конкретные будут инструменты для выполнения данного мероприятия. Есть будут практикумы по рассмотрению обращений, самообращения, то есть мы конкретное обращение, ситуацию будем смотреть со стороны молодежи и со стороны государственных органов. Да, и в итоге мы получим конкретный практикум. А также у нас участник каждый получит сведения, куда надо обращаться в виде справочника по тем или иным вопросам. День завершился торжественным открытием форума. Удачного форума. И, конечно же, лучшего для себя. Это важно. Спасибо. Этот форум дает именно нам, молодым специалистам, возможность для саморазвития, возможность даже просто знакомства с другими людьми, возможность самореализации и именно, опять же, повторюсь, повышение уровня компетенции. На этом форуме я уже познакомилась со многими участниками. Все работают в сфере молодежи, в сфере финансов, в сфере юридического направления. И рада быть частью такого большого мероприятия. Впереди еще 2 насыщенных дня, в ходе которых участники, разбившись на команды, будут готовить уникальные просветительские проекты, способствующие патриотическому воспитанию молодежи Якутии. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Якутский театр юного зрителя вернулся с гастролей из Китайской Народной Республики. Артисты посетили города провинции Хэйлунцзянь, представив спектакль «Камень счастья» в рамках перекрестных городов культуры России и Китая. Спектакль стал уникальным художественным произведением, обогатившим культурное представление китайского зрителя о народах севера Республики Саха-Якутия. В нем были отражены традиционные образы, символика культуры коренных малочисленных народов севера, мифология и мировоззрение. Нас очень хорошо встретили, и мы были очень рады, что рады были, и потому что мы это особую благодарность хотим сказать министру внешних связей Гаврилу Витальевичу Кириллину. Он очень помог нам, туда съездить, переговоры, все они сделали. Мы очень благодарны, Министерство культуры тоже очень благодарны, и поэтому наша поездка очень хорошо получилась. И китайской стороны дети очень хорошо нас приняли, все, зрители очень хорошо приняли. В Якутске сегодня презентовали книгу «Золотой мост надежды». Книга посвящена мастеру спорта Якутии, заслуженному работнику спорта и физической культуры республики Анастасии Михайловой. Именно она является инициатором открытия Центра по адаптивным видам спорта в Якутске. Книга состоит из 3 частей – ее детство, студенческие годы и достижения в спорте и жизни. Презентация прошла в рамках Дня единства, также юбилейному году Анастасии Михайловой. И захотелось посмотреть назад и написать про свою судьбу. Очень сложно, оказывается, писать про себя и про своих друзей, коллег. Но, несмотря на это, моя книга родилась как раз через 9 месяцев, как ребенок. И я очень рада, что мне помогли мои подруги, друзья, родственники и дали свои воспоминания. В столице республики проходят соревнования по стрельбе из лука «Надежды Якутии». Отличившиеся спортсмены будут представлять регион на более высоком уровне. В этом году заявлено рекордное количество участников. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Турнир на меткость и точность. Порядка 300 лучников в составе 16 команд со всех уголков республики борются за звание сильнейшего. Соревнования проходят в разных возрастных категориях, начиная с 7 лет. Принимают участие как и те, кто только начинает свой путь лучника, так и те, кто не раз принимал участие в соревнованиях. На республиканском уровне это достаточно большие соревнования. Тут участвует множество юных талантливых лучников из разных уголков нашей республики. И я уже отстреляла квалификационный раунд. Я являюсь первой по стартам. Отстреляла я по мастеру спорта, но на республике мастера спорта не дают. Поэтому дальше это у нас «Надежда Якутии». Дальше будет всероссийский этап «Надежды России», где также я буду участвовать. Каждый участник турнира имеет возможность проявить свои навыки. Больше всего лучников представил ДЮСШ-4, их порядка 70. Ну а самой большой по численности из 9 улусных команд считается Хангаласский улус. Они выступают в составе более 30 лучников. В общем, численность 32 у нас получилось. Самые многочисленные это у нас, конечно, девочки. Всегда, даже на соревнованиях девочек всегда полно. На 12 метров у нас новички, конечно же, стреляли. Для меня они вполне достойно выступили для первых соревнований. Почти 3 года занимаюсь. Просто пришла поддержать старшую сестру, она забоялась, и я осталась там. Мне понравилось. В прошлом году тут заняла 1 место. Чтобы хорошо выстрелить, надо слушать только свой лук. Турнир «Надежды Якутии» проводится с 2013 года, и ежегодно количество спортсменов растет. Участники собираются в спортивном комплексе, где царит атмосфера дружбы и соперничества. Массовость с каждым годом все увеличивается. Приходит много начинающих спортсменов. Тем самым увеличивается количество участников на любого уровня, то городского, то республиканского. Конечно же, мы равняемся на нашу ведущую вида спорта нашей республики, вольной борьбы. И мы надеемся, что при такой поддержке в дальнейшем будет такое же развитие, как и вольной борьбы. Лучники соревнуются не только за медали и призы, но и за возможность войти в юношескую и юниорскую сборную команду Якутии для участия во всероссийском соревновании «Надежды России». Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.